Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Я предлагаю вам порассуждать о двух вариантах развития событий. Как может закончиться война. Два варианта. Победа и поражение. Представим, что Россия победила в войне. Украина капитулировала. Там, я не знаю, захватила она Украину, сменила власть, там, да, и Запад отступил, отдал Украину на съедение России, допустим. Но это гипотетически. Вы думаете, что Запад простит России поражение Украины, захват Украины? Конечно, нет. Во-первых, все, что там было разрушено, Россия будет восстанавливать. Своими силами, естественно. Запад нисколько не вложится. Это потому что так как там Путин поставит свою марионетку, марионеточное правительство и так далее. Дальше. Санкции. Санкции, естественно, никто не снимет, и, скорее всего, их еще больше усилит. Сейчас Россия опережает все страны, в том числе и Северную Корею, и Иран, по количеству санкций, а будет еще больше. Что это даст нам всем? Вот все, кто сейчас там топит за войну, уровень жизни будет падать все ниже и ниже. Ну, это логически, вот просто, все подумайте, что будет, да, вот присоединили вы Украину, победили, сменили там власть. Вы думаете, что лучше жить станете? Конечно, нет. Вы думаете, что украинцы вас после этого будут благодарить? Конечно, нет. Появится партизанская война, будут подрывы, будут диверсии. Народ просто так не смирится. Это постоянное вливание денег для того, чтобы успокоить население. Там террор будет происходить. Я еще раз говорю, восстановление Украины за счет России. В общем, жизнь будет на долгие там, десятки лет, 10, 20, 30, 40 лет в России не улучшится никак. Ни в каком случае. Это вот один вариант событий. То есть жить будем хуже намного. Вполне возможно превратиться Россия в Северную Корею. Вы хотите жить как в Северной Корее? Но я сомневаюсь, что любой из вас хочет жить как в Северной Корее. Вы отрицаете Запад, там хотите как-то, чтобы Россия шла своим путем. Но у нее сейчас нет пути. Даже если она победит Украину, она останется в одиночестве. И будет жить замкнуто, бедно, нище и под огромными репрессиями всего силового аппарата. Все, кто будет недоволен, что-то будет говорить против, их всех зачистят. Вот. Это первый вариант событий, если Россия победит. Второй вариант событий, если Россия проиграет. Что будет? Все, кто сегодня топит за войну, в итоге все они окажутся в униженном положении. Правильно же? Любой, кто Россия проиграла, допустим, да, сменилась власть, сменили Путина, новое руководство, даже если представим гипотетически, что Россия сохранилась, не говорим уже о распаде, да, то есть, хотя я, конечно, за распад, и я уверен, что будет распад России. Но вот представим, что Россия сохранилась, с Путина сменили, там, пришел какой-то там условный новый Немцов, да. Что дальше? Будет либерализация. Естественно, новое руководство России вынуждено будет договариваться с Западом. Для этого что нужно будет сделать? Чтобы снять санкции, естественно, он будет вынужден договариваться с Западом, осуждать войну. Война будет осуждена. Война будет осуждена. Соответственно, все, кто топил за эту войну, они все будут, еще раз говорю, в униженном положении. Будут аресты. Те, кто призывал к войне, те, кто организовывал войну, кто посылал туда на войну людей, все они будут арестованы, преданы суду. Многие из них будут преданы международному суду. В нашей республике Башкортостан то же самое. Хабиров, Бадранов, Назаров, там, Азамат Галин, Юлдаш Юсупов, Зульфия Гайсина. Все вот эти вот люди, которые призывали к войне, призывали там убивать украинцев, якобы там нацисты и так далее, кто вот вбивал кашу вот эту в голову наших башкортостанцев, все они будут преданы суду.
Вся власть будет заменена, полностью зачищена. Останутся лояльные только новому правительству. Ну, кто-то переобуется там быстренько, да, но в любом случае всех зачистят. Так вот, и то население, которое сейчас топит за войну, то же самое, многие из них полетят со своих мест. Все изменится, очень сильно изменится. Все, кто воевал в Украине, все, кто ехал добровольно туда, все, кто какие-то организовывал батальоны, кто сейчас считает, что эта война там святая, там, что она нужна, все они останутся, еще раз говорю, в униженном положении. Им не будет никаких выплат. Они будут считаться оккупантами новой властью. Они будут считаться оккупантами, они во всем мире будут считаться оккупантами. Никаких пенсий военных, никаких льгот, ничего не будет. Будет огромное количество людей, бывших ветеранов, там, с оторванными руками и ногами, они будут ездить, там, просить милостыню, жить на нищенскую зарплату, потому что не на что будет жить. Никто их не будет спонсировать, никто их не будет там в честь них парады устраивать, потому что эта война была оккупационная, и ее Россия проиграла. Еще раз я повторяю, это мы рассматриваем второй вариант. То есть я еще раз призываю вот вас всех подумать, что будет, если в России выиграет или Россия проиграет эту войну. Я вам расписал два варианта, но вот если логически подумать, то так оно и будет. Если выиграет, то вот тот я вам описал ход развития событий. И если проиграет, я вам описал ход развития событий. Плюсов никаких нету. Поэтому уже сейчас те, кто едет воевать, кто сейчас там на сборах, не едьте туда. Вы все будете в проигрыше, в любом случае в проигрыше будете. Даже если войну победит, Россия победит эту войну, все равно это будет в проигрыше, хотя она никак не победит. Но вот как есть, так и есть. Всем спасибо за внимание. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр. Асрашага тиклем.